Разрешите представить вам известного певца Муслима Магомаева. Прошу вас. Добрый вечер. Я спою песню Арно Бабаджаняна «Улыбнись». Ну что так робко стоишь? О чем задумалась ты опять? Звучит веселый мотив, зовет он нас танцевать. Спеши, ведь песня не ждет, она вокруг все зажгла. Если сердце поет, тут не нужны слова. Как говорил наш самый лучший певец советской эстрады, человек, который внес джаз в советскую эстраду, Муслим Магомедович Магомаев. Что так громко стоит? Это была моя шейка, это была моя сестра. Начало зарождения новой эпохи, когда американская эстрада, когда итальянская эстрада вступила в нашу жизнь. Советские люди, конечно же, были осуждения, были зависть из-за того, что именно этот развратный танец шеи, твист вошел в нашу жизнь. Следующий может включиться. Если человек, который всегда носит пиджак, костюм и бабочку, он проходил бабочку. Это была его артистическая натура. Кто любит танцевать под Магомаева? У кого сохранились пластинки? Пластинки – это самое лучшее, то, что осталось после него. Ведь это легенда, это наша история. Муслим Магомаев родился в Баку. Он азербайджанец, но он не говорил по-азербайджански, потому что он учился в самой элитарной школе, в которой приветствовалось знание русского и английского языков. Он был человеком настоящим франком, человеком-аристократом, человеком, который обладал незаурядной внешностью с ростом 186 сантиметров. Его песни до сих пор поются. Под его песни складываются самые замечательные семейные пары. Какие хорошие слова были заложены в его песне. Ведь это наша история. А теперь, несмотря на то, что у нас выпал свежий снег, но у нас сердце всегда тепло. Но Муслим Магомаевич не любил жару. Но все равно, встречайте, лето! Сочетание
несмотря на геометрические фигуры, жемчуг, несомненная красота для всех женщин, а теперь встречайте янтарные бусы, рябиновые бусы сочетаются с маками. Наши маки не всегда украшают женщин вот на голове или на ногах. Юбка клетчатая, платье, косынка горошек. Клетка горошек дает сочетание красоты и элегантности. Замечательные фигуры. И девочка, дают вам сколько хорошего советом не всегда приходит гости. А теперь, дорогие друзья, скучайте. Девушка пролетаться. Красный
друзья, уважаемые товарищи, вслед за нашими моделями, за нашими замечательными друзьями последуем в зал, где будут звучать песни. Песни Муслима Магомедовича Магомаева. А теперь разрешите представить вам молодого, но уже известного певца Муслима Магомаева. Заслуженный артист Азербайджанской ССР Муслим Магомаев. В главной роли Муслим Магомаев. Муслим Магомаев. Муслим Магомаев. Муслим Магомаев. Исполняют Муслим Магомаев. Муслим Магомаев. Народный артист Советского Союза Муслим Магомаев. Поет Муслим Магомаев. Море вернулось говором чаек, песни прибоя, рассвет пробуди, сердце как друга, море встречает, сердце как песня летит из груди. Грустные звезды в поисках ласки сквозь синюю вечность летят до земли. Море навстречу им, детские сказки на синих ладонях несет корабли. О, море, море, преданный скалам, ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня дали-дали, Ансамалы вместе с собой. О, море, море, преданным скалам, ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня дали-дали, Ансамалы вместе с собой, с собой. Возьми с собой. Муслим Магомаев. Человек-эпоха, человек-музыка. Лучший голос земли. Так его называли. Добрый вечер, дорогие друзья, поклонники творчества Муслима Магомаева, ценители высокой, глубокой, умной, душевной музыки. В этом году исполняется 80 лет со дня рождения выдающегося музыканта, выдающегося человека Муслима Магомаева. Но не только поэтому, и даже не только из-за ностальгии по ушедшей эпохе Советского Союза мы решили подарить вам сегодня этот вечер. Во-первых, это большая любовь, большая увлеченность творчеством
Муслима Магомаева, автора этого проекта Риммы Сидоровой, которая буквально заразила нас всем этими песнями, этой идеей, всех, кто сегодня примет участие в нашем сегодняшнем вечере. Во-вторых, мы, деятели культуры и искусства современного времени, осознаем, что вот эта великая эпоха, эпоха удивительных душевных песен, становится все дальше и дальше. И если, например, мы, поколение детей, которые родились, хотя бы в 80-х, 90-х годах, помним Муслима Магомаева, знаем его хотя бы по песням в мультфильмах, в кино, да, например, Турбадур из бременских музыкантов, он всегда будет петь голосом Муслима Магомаева, он всегда будет в образе Муслима Магомаева. То поколение 20-летних, 30-летних, им это не услышано, ими это не изведанно. И мы бы очень хотели, чтобы в современном музыкальном эстрадном искусстве тоже появлялись песни. Музыка была глубокой, душевной, умной, красивой, изящной. Нам бы очень хотелось, чтобы в каждой песне, в любой песне было много, очень много большой любви. Именно большой любовью пронизана вся творческая деятельность Муслима Магомаева. «Ты моя мелодия». Так начинается песня, которая стала визитной карточкой Муслима Магомаева. Эту песню посвятили именно им, их паре, оперной певице Тамаре Синявской и Муслиму Магомаеву, выдающийся музыкант Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов. «Мелодия». Поет Муслим Магомаев.
образцовый танцевальный коллектив «Сулусчана». Очень часто Муслим Магомаев пел песни для кино, для телефильмов, для мультфильмов. Но очень часто случалось даже так, что какой-то фильм, он не запоминался, он не становился известным, его забывали. А песня, исполненная великим человеком, становилась хитом. Точно так же случилось с «Лунной серенадой» на музыку Александра Зацепина. Телефильм «Белый рояль», он не особо запомнился зрителям, а вот песня стала хитом. «Лунная серенада». Поют Светлана Васильева, Владимир Иванов. Светлана Васильева, Владимир Иванов. На сцене Максим Федоров, «Голубая тайга». Завтра снова дорога, путь нелегкий с утра. Хорошо хоть немного посидеть у костра, на волной набегая,
счастье, благодарны судьбе. И палатка простая нам с тобой дорога, а вокруг голубая, голубая тайга, а вокруг голубая, голубая тайга. Максим Федоров. Музыку к этой песне «Голубая тайга» написал Арно Бабаджанян, армянский музыкант. Слова Роберт Рождественский. Арно Бабаджанян и Роберт Рождественский, Муслим Магомаев – это был вообще феноменально творческий союз. Очень много песен создали они в своем трио. Арно Бабаджанян вообще занимает особенное место в творчестве Муслима Магомаева. Это был очень продуктивный композитор. Он был армянин по национальности и сродни своему темпераменту писал хиты за хитом практически каждый день. И в какой-то момент он даже стал конкурентом самому себе. Вот выпустился хит, спел его Магомаев, а не успели люди его еще услышать до конца, песня еще не успела прожить, а Магомаев, Бабаджанян уже пели свой следующий хит. Их стало настолько много, что вот этот священный тройственный союз, он вызывал даже некоторую зависть людей. Тем более сейчас очень сложно в это поверить, да, армянин и азербайджанец. Сложно подумать, что вот такое могло бы случиться в наше время, а в Советском Союзе это было возможно. И поэтому, наверное, именно, что бы там ни говорили сегодня, то государство подарило нам вот такие чудесные вещи. Именно поэтому Муслим Магомаев, азербайджанец по своей национальности, является в том числе и нашим достоянием, достоянием всех народных республик, всего человечества. Арно Бабаджанян, слова Роберта Рождественского «Благодарю тебя». Поет Аина Тыхеева. Благодарю тебя за песенность города и откровенность.
для Пикеева аплодисменты. Ну, Муслима Магомаева знаем мы все, да. Он не просто великолепный певец, музыкант, он очень темпераментно, так же как темпераментно умел петь, умел играть на фортепиано, на рояле. Он даже мог целые концерты давать игрой на рояле. И о стиле Магомаева говорили очень много. Очень много о его модности. Казалось, что он пришел с какой-то другой страны. В нем была какая-то несоветскость. И сам Муслим Магомаев тоже говорил, что он с детства очень сильно был увлечен итальянскими музыкантами, итальянской песней, итальянской культурой. И сам он был похож на итальянца, одевался так же. Он очень хотел быть похожим на Карузо. И когда он был в Италии, итальянцы подарили ему одну песню, известная, «Белла чао, белла чао». И он очень часто пел эту песню вместе со зрителями на любом концерте. «У партизано, мане вия, о белла чао, белла чао, белла чао». И весь зал вместе с ним пел. И даже ходят рассказы о том, что Брежнев, когда приходил на концерт, он специально просил Магомаева где-нибудь доставить эту песню. Он очень любил эту песню именно в исполнении Магомаева и постоянно ей подпевал. Вот такой был темперамент у Муслима Магомаева. А вот песня следующая, которая будет, она тоже была написана специально для него, специально под этот его темперамент. И эту песню вы тоже знаете. Это ударный номер любого концерта. Это песня «Свадьба». И, конечно же, опять же, слова Роберта Рождественского, музыка Арно Бабаджаняна. «Свадьба» Евгений Ахатоев. Проселочной дороги шел я молча, и была она пуста и длинна. Только грянули гармошки, что из мочи, и руками развела тишина. Свадьба пела и плясала, и крылья эту свадьбу вдаль несли. Широкой этой свадьбе было места мало, и неба было мало, и земли. Широкой этой свадьбе было места мало, и неба было мало, и земли. Под разливы деревенского оркестра убивался ветерок золотой. Был жених серьезным очень, а невеста ослепительна была красотой. И эта свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала, и крылья свадьбу донесли. Широкая эта свадьба была, места мало, и неба было мало, и земли. Широкая эта свадьба была, места мало, и неба было мало, и земли. Вот промчались тройки звонко и крылато, и дыхание весны шло от них. И шагая совершенно не женатый, и жалел о том, что я не жених. А где-то свадьба, свадьба, свадьба
и неба было мало, и земли. Евгений Агатоев. Верни мне музыку. Без музыки тоска. Потрясающая песня Арно Бабаджаняна на стихи Андрея Вознесенского. Это гимн ушедшей любви, которая превратилась в парящую над морем мелодию. Струна оборвана, и запоет уже вода. Но музыка, она осталась и никуда не денется. И торжествующий голос Муслима Магомаева играючи перекрикивает оркестр. Он тоже с нами навсегда. «Верни мне музыку», поет Светлана Герасимова. Уведу на виду
Светлана Герасимова. Песню к этому кинофильму Михаил Таривердиев и Роберт Рождественский писали под Муслима Магомаева. Он даже участвовал в создании этой песни. Он помогал Таривердиеву, когда вот какие-то эскизы к песне делались, да? Но режиссер знаменитого советского сериала Татьяна Лианозова была очень принципиальной. Были пробы. И, конечно же, на пробы к этой песне пробовали все, в том числе Муслим Магомаев, очень многие советские знаменитые певцы. В конце концов, Татьяна Лианозова, режиссер знаменитого телесериала советского, вы, наверное, догадались, о каком сериале я сейчас рассказываю, решила, что картинка с голосом Муслима Магомаева, не совпадает. Это не означало, что он поет плохо, просто картинка не совпадает. И теперь эту песню из этого фильма мы слышим в исполнении Иосифа Кобзона. Какой же это фильм? «17 мгновений весны». Мгновения на сцене Владимир Григорьев. Думай о секундах свысока, наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновенье, мгновенье, мгновенье. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет с небес вода обыкновенная, и ты порой почти полжизни ждешь, когда придет твое мгновение. Спрессованные года, мгновения, спрессованные столетия, и я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее. Думаю о секундах свысока, наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновенье, 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 мгновенье. Владимир Григорьев. Про эту песню следующую я уже упоминала. Это один из, наверное, наших любимых советских мультфильмов. И как эта великая песня любви, Трубадура очень органично вписалась в детский мультфильм. И поэтому мы, наверное, с самого детства видим, что Трубадур выглядит именно так. И Трубадур, любой влюбленный, поет именно так, как Муслим Магомаев поет песню «Луч солнца золотого». Встречайте, Вероника Иванова.
Вероника Иванова. Ну что так робко стоишь? О чем задумалась ты опять? Звучит веселый мотив, зовет он нас танцевать. Спеши, ведь песня не ждет, оно вокруг все зажгла. Если сердце поет, тут не нужны слова. Тебя зовут, слышишь, песней своей. Улыбнись поскорей. Чему мечтать о весне? Чему не ждать, что пришла она? Ее заменит вполне твоя улыбка одна. Спеши, ведь песня не ждет, она вокруг все зажгла. И если сердце поет, тут не нужны слова. Тебя зовут, слышишь, песней своей. Улыбнись поскорей. Когда танцуешь со мной, душа тобою полна. Пусть твое сердце поет, я подскажу слова. Пусть твое сердце поет, я подскажу слова. Пусть твое сердце поет Студия Саха-КВН АИ Оголорон. С Муслимом Магомаевым хотели сотрудничать все композиторы СССР, все поэты СССР, потому что они знали, что если дашь песню Муслиму Магомаеву, она станет хитом. Это было однозначно. С ним, конечно же, сотрудничали и Александра Пахмутова, и Николай Добронравов. Кроме того, они были, конечно, очень близкими друзьями семьи Муслима Магомаева. И еще одна песня, она была специально написана для Муслима Магомаева. «Нам не жить друг без друга». И в исполнении, они не прогадали, в исполнении Муслима Магомаева эта песня стала таким же хитом любви, как «Наравне с нежностью», «Наравне с надеждой». На сцене Светлана Васильева. «Нам не жить друг без друга». Улица моя, лиственная, взгляды у людей пристальные. Стать бы нам чуть-чуть искреннее, нам не жить друг без друга. Скорости вокруг бешеные, мы себя едва сдерживаем. Значит, надо быть бережнее, нам не жить друг без друга. Мы разлучаемся со сказками. Прошу, станьте
Светлана Васильева. На сцене Егор Гоголев. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сих пор из времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи, я поплыву в такой же сизом мгле, из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Егор Гоголев. Муслим Магомаев родился в Баку, наверное, вы все это знаете. У него не было отца, отец уехал на фронт и погиб во время Великой Отечественной войны. А мама была актриса, и она переехала в Россию, чтобы быть в театре. И Муслим рос у своих
родственников, у брата своего отца. Но он всегда вспоминает, что детство у него было очень счастливым. Обычно говорят, да, когда люди вот такой величины, такие таланты творят, рвут нам душу, считается, или даже, может быть, не считается, а часто так бывает, что их судьба складывается не очень легко. Есть какие-то беды у них, судьба какая-то бывает. Но мы должны сказать, наверное, что Муслим Магомаев прожил хоть и недолгую, но очень и очень счастливую жизнь. У него было большое счастье в его творчестве, в его музыке. Он сам решил не петь. Он просто решил, что дело эстрады – это дело молодых, я уже не буду тем, каким меня люди воспринимают, поэтому я не буду петь, я буду заниматься скульптурой, живописью, играть на фортепиано. У него была огромная любовь, он был очень счастлив в браке, целых 35 лет он прожил в счастливом браке со своей супругой, оперной дивой, примой Большого театра Татьяной Синявской. Они, про них говорили, дуэт, который отдал свою жизнь искусству. Единственный, наверное, момент был, когда, наверное, Муслим Магомаев чувствовал себя несчастным. Это когда многие его песни Никита Сергеевич Хрущев, тогдашний секретарь ЦК КПСС, запретил петь, запретил играть на радио, телевидении. Это очень много песен. «Синяя вечность», «Свадьба», «Чертово колесо», «Лучший город земли», «Королева красоты». Вот все эти великие песни, которые мы так любим, они в какой-то момент были запрещены. О «Синей вечности» он думал, что там поется «Уведи меня в дальние дали», то есть человек призывает уехать куда-то в иностранное государство. «Свадьба» это считалось пропагандой разгула. А про «Лучший город земли» он буквально сказал, что «Что? Это твист? Нет. Песня про столицу советского государства не может быть твистом». «Королева красоты» была написана Арно Бабаджаняном под впечатлением первого конкурса красоты в Ереване. И опять же сказали, что не может советская женщина ходить в короткой юбке по подиуму и танцевать твист. Ведь Арно Бабаджанян и Муслим Магомаев не только сочинили прекрасные песни, да? Муслим Магомаев, он привел в нашу советскую культуру еще и танцевальную культуру. И именно с его песен, с его исполнения во всех площадях, на дискотеках, вечерах мы начали танцевать твист, ну и еще какие-то танцы. Слава Богу, сегодня все это можно петь, и вашему вниманию великий хит Муслима Магомаева «Королева красоты». На сцене Владимир Иванов. По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыш. Потоки солнечного света, у киоска ты стоишь. Блестят обложками журналы, на них с восторгом смотришь ты. Ты в журналах увидала королеву красоты. А я одной тобой любуюсь, и сама не знаешь ты, что красотой затмишь любую королеву красоты. И я иду к тебе навстречу, и я несу тебе цветы, как единственная на свете королеве красоты. С тобою связан навеки я, ты жизнь и счастье, любовь моя. Красавиц видел я немало, и в журналах их немало, но ни одна из них не стала лучше меня все равно. И даже сам я не заметил, как ты вошла в мои мечты. Ты милее всех на свете, королева красоты.
Очень счастлив, что мне предоставилась возможность сказать несколько слов о Арно Баджаняне как о великолепном человеке и большого таланта композитора. Мне лично нравится в его произведениях все, как камерная музыка, так и песни. Несколько слов о песне. Я думаю, что каждая песня Арно Рахунчева Баджаняна – это большой подарок нашей советской молодежи. Арно Баджанян пишет песни очень интересно, он придерживается европейскому правилу написания песен, но и в то же время его песни не теряют своего национального колорита. И, возможно, в этом, в общем, вся прелесть его песен. Арно Баджанян великолепно пишет как темпераментные, жизнерадостные песни, так и лирические, теплые, задушевные. Трудно станет, если вспомнишь ты о любви. Позови меня, хоть когда-нибудь позови. Когда-нибудь позови. Высоко поднебесье, самый первый гром протрубит, и звучит словно песня. Жаль, что я слова забыл. Если вдруг трудно станет, если вспомнишь ты о любви, когда-нибудь позови. Если вдруг трудно станет, если вспомнишь ты о любви, позови меня, хоть когда-нибудь позови. Позови меня,
танцевальный коллектив «Валерия». Дорогие друзья, на сцене ансамбль «Элегия». Подмосковные вечера. Вокальный коллектив «Элегия» детской школы искусств. Сейчас на сцене главный гимн любви в исполнении Меркурия Таюрского.
моей любви. Что бы ни случилось, ты, пожалуйста, живи, счастливо живи всегда. Меркурий Таюрский. Ты никогда не бывал в нашем городе светлом, над вечерней рекой, не мечтал до зари, с друзьями ты не бродил по широким проспектам, значит, ты не видал лучший город земли. Пройди по Арбату, окунись на Тверском, шум зеленых аллей. Хотя бы раз посмотри, как танцуют девчата на ладонях больших голубых площадей. Если только приедешь и увидишь хоть раз лучший город земли. Песня плывет, сердце поет, эти слова о тебе, Москва. Автор проекта Римма Сидорова, режиссер Альбина Тумусова. Дорогие друзья, вот и подошел к концу наш вечер. Мы хотели бы, чтобы вам чуть-чуть не хватало Муслима Магомаева. И сегодня вечером вы пошли домой, тихо включили YouTube или что-нибудь еще и послушали его песни. Признались в любви своим близким, помечтали, поделились со своей мечтой. Пусть в вашей жизни всегда будет очень много глубокого чувства.
До новых встреч. Спасибо, что вы были с нами.